А тем временем в Сыктывкаре усилена работа по пожарной безопасности. В очередной противопожарный рейд с сотрудниками отдела надзорной деятельности вышли представители Общероссийского народного фронта. Они осмотрели частные и многоквартирные деревянные дома в столичном поселке Максаковка. Вместе с ними отправился и Александр Карепин. Количество возгораний в столице Коми возросло в 10 раз. Еще год назад выезжать на тушение пожаров спасателям столицы республики приходилось гораздо реже. Резкий скачок – итог морозной зимы. Люди сильнее стали топить печи и чаще включать обогреватели, порой не соблюдая меры предосторожности. Всю зиму пожарные проводят профилактические рейды, но работу решено усилить. Отделом надзорной деятельности также проводится в рамках стабилизации обстановки с пожарами адресная профилактическая работа, в рамках которой мы доводим до населения основные требования пожарной безопасности, проводим плановые рейдовые осмотры территории улиц города Сыктывкара. Приоритет у нас составляют частные жилые дома. Охват огромный. Так, за 3 зимних месяца инспекторы уже обошли свыше 4000 жителей. Теперь на помощь пожарным пришли волонтеры и общественные организации. Они помогают объяснять людям, чем грозит пренебрежение правилами безопасности, и разносят памятки. В них указаны номера вызова пожарной охраны и действия, которые нужно предпринять, если дом все же загорелся. А еще свод указаний, как правильно пользоваться отопительными приборами и печами. Перед тем, как топить печь, труба должна быть обязательно открыта. И вообще в домах с печным отоплением необходимо прекращать топку печей за 2 часа до отхода людей ко сну, иначе может произойти пожар или вы можете угореть от угарного газа. Многие люди, как показывает рейд, уже неоднократно были проинформированы о правилах пожарной безопасности. Однако некоторые нарушения в ходе этой инспекции все же были выявлены. К примеру, захламленность эвакуационных выходов и общих площадок жилых домов, а также открытые входы на чердаки. Будем направлять обращение в администрацию муниципалитета для того, чтобы была проведена работа с управляющими компаниями по ограничению доступа посторонних лиц на чердачные помещения многоквартирных деревянных жилых домов. Это очень важно. Профилактические рейды и беседы с гражданами определенно приносят пользу. После визита сотрудников МЧС многие жильцы задумаются о своей безопасности и, скорее всего, учтут замечания. В конце концов, именно от их отношения зависит безопасность их самих и их жилья. Александр Карепин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.